в дисциплине вид-контест на прорыве. Ликует Бугульма в предвкушении красочных гонок вся страна. Сегодня здесь, на центральной площади города, настоящий праздник автоспорта. Море техники. Например, вот таких мотоциклов, внедорожников, грузовиков. А все почему? Потому что они участвуют в шелковом пути. Со дня на день они отправляются в свое экстремальное путешествие. Не сказать, что я боюсь этой трассы, потому что она лишь на бумаге кажется такой длинной, но когда у тебя хорошая машина, а ты хороший водитель, то нет проблем. Символично, что старт самой первой гонки серии «Шелковый путь» был организован в столице Татарстана, Казани, в сентябре 2009 года. Подиум гонки и скоростной спецучасток перед Татнефть-ареной собрал большое количество зрителей. В нашей республике всегда было особое отношение к спорту в целом и автоспорту в частности. Всегда, когда маршрут «Шелкового пути» проходит по территории Татарстана, это прекрасная организация и поддержка мероприятия, и замечательные эмоции для участников гонки и болельщиков. Гонщики из 10 стран прибыли в Татарстан уже ранним утром. Большой колонны они проехали по трассе М7 в Зеленодольском районе. Встречали пилотов как настоящих героев. Вот, команда готова. Конечно же, начали движение. Очень радует, что едем по нашей республике, что очень тепло встречают. Збигнев Раджиковский. Мы уже приехали из Польши на гонку. Тут есть хорошие людей. И это неудивительно, потому что болельщики точно знают, что предстоит преодолеть вот этим многотонным махинам, которые сейчас съезжаются в Бугульму. Они проедут больше 5500 километров, начиная от Омска, откуда они стартуют уже 1 июля, и до столицы Монголии Улан-Батора. Больше половины пути скоростные и сложные спецучастки. Будет тот этап, который называется марафонский спецучасток. Это когда все участники, приезжая на бивак, не имеют помощи со стороны группы ассистанса, а только могут надеяться на свои силы и свой опыт. И, соответственно, вот эти дни надо тебе сохранить машину так, чтобы ты не имел вот этих работ на биваке, то, что ты будешь их делать сам. Соответственно, в этот день много бывало случаев за мою историю, за мой опыт, где участники просто приезжая туда, уже дальше не уезжали с этого бивака. Я думаю, вот этот будет самый сложный. Только для КамАЗ-мастера на этот раз «Шелковый путь» будет шелковым, наверное, во всех смыслах. Во-первых, из-за того, что один экипаж едет на абсолютно новой машине, нового семейства К5. Во-вторых, из-за группы поддержки здесь многие болеют именно за них. Следим мы, да. Мы знаем то, что они постоянно выигрывают. Каждый год наблюдаем за нашими спортсменами. Болеть кого? За наш, Татарстан. Одно но, остальные участники тоже готовы на все 100%, и их транспорт тоже, потому что год от года они совершенствуют его именно к этому ралли. Но никто не сомневается в победе именно КамАЗа, потому что начиная с самого начала «Шелкового пути» «Синяя армада» почти всегда первая. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Бугульма. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.